В Одессе, у берегов Черного моря, сотрудники КГБ искали банду убийц и наткнулись на армянских аквалангистов, которые глубоко под водой оставляли надписи на армянском языке на камнях и скалах, которые окружали берег. Как передает Ахар Ас, об этом говорится в статье журнала «Огонек» от 1982 года. На Одесском пляже похищались и душились в глубинах моря дети богатых людей с целью получения выкупа за их найденные трупы. Схема была такой: определялся ребенок из богатой семьи, убийцы-аквалангисты тянули детей под воду и душили их, тела закреплялись в определенных местах под водой, и после получения выкупа эти же аквалангисты якобы находили их и передавали родителям. Для того, чтобы найти преступников, была создана специальная группа из милиции и КГБ. Сотрудники КГБ после нескольких дней расследования вышли на след преступников. Когда велась слежка, сотрудники КГБ наткнулись на катер, где находились 3 людей. 2 из них одели костюмы аквалангистов и нырнули под воду, а 1 остался на катере. Когда в ходе слежки под водой сотрудники КГБ увидели происходящее, они не поверили своим глазам. После удачных переселений члены преступной группировки занимались совсем другими вещами. Они писали на камнях и скалах армянские надписи. Говорится в статье журнала «Огонек» от 1982 года. Данная тема набирает популярность в социальных сетях. По данным источника, преступная группировка была обезврежена. Все члены банды оказались гражданами Армянской ССР. Цель преступления этих убийц-армян была очевидна – убивать детей для собственного обогащения. Сотрудников КГБ недолго мучил вопрос, зачем этим преступникам писать армянские надписи на глубине Черного моря. В ходе следственных мероприятий было выявлено, что банда армян также занималась фальсификацией истории и географии. Они делали это, чтобы спустя годы на глубинах Черного моря были найдены в кавычках древние армянские надписи, что, по их мнению, доказывало принадлежность этих территорий в кавычках Великой Армении.